искренне поздравляю вас с этим днем. Воинов, афганцев, ветеранов и тех, кто и ныне в боевом строю. В зале помимо самих общественников собрались представители администрации, главы и правительства региона, Министерства национальной политики, печати и информации, Комитета по делам молодежи, спорта и туризма и, конечно, сами виновники торжества, воины-интернационалисты. Их сегодня чествуют, говорят об их подвигах, их узнают и ими гордится страна. Ваш подвиг не забыт и не забудет никогда, и мы в лице администрации, главы и правительства, в лице главы республики всячески будем поддерживать вас и поддерживаем по сей день. Спасибо вам всем. За 10 лет нахождения советских войск в Афганистане службу там прошел 2441 уроженец Чечено-Ингушетии, 69 из которых не вернулись домой. Посмертно были награждены 6 ингушских солдат. Среди награжденных 66 воинов-интернационалистов-ингушей и герой Советского Союза. Первый президент Республики Ингушетия Руслан Султанович Аушев. Советская армия, воины разных национальностей. Все они были верны присяге данной общей родине. Не было ни одного случая, чтобы кто-то из наших ребят сдался в плен или совершил преступление против мирного населения. Перед собравшимися выступила Амина Амирханова, вокалистке 5 лет. В День памяти воинов-интернационалистов она исполнила военно-патриотическую песню «Катюша». Здесь прошло награждение воинов-интернационалистов за активную общественную деятельность. Медаль от Общественной палаты вручили Гурсману Муталиеву. Грамоты отметили достижения еще 14 представителей братства афганцев. За 10 лет, я могу сказать, проявили очень большое мужество. Мы знаем, что ингуши – это воинственный народ. И там они себя показали. Ни одного ингуша не обвинили в трусости, сдаче в плен. Ни один ингуш не покинул поле боя. И руководство, и штабы, и командиры полка всегда старались выбирать среди новобранцев ингушей. Мероприятие посвятили Дню памяти воинов-интернационалистов, 35-летию вывода советских войск из Афганистана. Организаторы – Общественная палата региона и Республиканское отделение Российского союза ветеранов Афганистана. Сегодняшний день мы вспоминаем тех, кто отдал этот интернациональный долг и не вернулся. Мы чествуем тех, кто остался в живых. И плох тот человек, который не помнит о том, что сделали наши войска. Как бы далеко война не уходила, эхо все равно отдается в сердцах, в душах наших людей. И мы должны всегда помнить о тех, кто не вернулся. Возложение цветов и дуа за тех ребят, которые не вернулись домой. 15 февраля, День памяти воинов-афганцев, отмечают в России и некоторых других странах. Это такой, с одной стороны, очень радостный праздник, а с другой стороны, очень грустный. Грустный почему? Потому что ребята, которые там остались, мы их все время вспоминаем. Из-за этого грусть берет. Радость от того, что живые вернулись все домой. Как вы видите, сегодня мы все встречаемся, объединяемся. Ранение осколочный хлорс на сопровождать нападение гонятон цапировал. Сюда госпиталь ловил арвиарса, юг опять что товаляться, вот так контузивный. Отряд особого назначения вас спасать. С первых цагаан Чечено-Ингушетии мериби. Ну цагаан первый афганец орус войск. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Магаз 24.